قلبي والهان عمقام الهرر السلطان، تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني، ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان. На выезде западного павильона Адмиралтейства прежде этот причал находился у самого Зимнего дворца, и к нему приставали яхты императорской семьи и корабли иностранных монархов. Его от северной столицы Сосед. В эпоху, когда еще не существовало самолета, водное путешествие было самым способом совершения. На раз, только мигалте. Мосту начинается самая красивая парадная набережная города. И открывает эмоционально великолепный зимний Характер витраж. Время успешных судей и укрепления международного престижа, развитие экономики, науки и искусства в стран. Стоит жителей Елизаветы Дворец должен в полной мере отражать силу и богатство искусства. Во время правления Екатерины II Елизавета Дворец расширяется. К нему присваиваются дополнительные здания и дворцовых коллекций императорства. После революции Ahemicişte gittim değil mi? Solükzaş'ta Ahemicişte gittim. Kalonuşan'da. Hazır satsı. Hazır yakın mosta zaştı. Тарпе шоли бос як-то моста. Зимний дворец был построен по проекту древней стиле русской барокко архитектора Франческо Баттонио Расторини. До 1904 года это была официальная зимняя резиденция российских императоров, где двор проводил большую часть года, с октября по май. В 1904 году последний царь Николай II перенес резиденцию из Петербурга в один из пригородов, Царское село, и Зимний дворец практически опустел. В 1914 году началась Первая мировая война, и по указу Николая II это огромное здание было превращено в госпиталь. Больница После февраля 1917 года, когда царь был арестован, в дворце взял военное правительство, кабинет министров, которому пришел. Canda лодки песня, как в сказке Доброй песня. Ну, видимо, черный корабль. Перешла на сторону большевиков. После этого Зимний дворец превратился в музей. Бо кучонда Аврора хай, мушатна Аврора кучонда бо музей хай. Зрительный зал Эрмитажного театра совсем небольшой и вмещает около 200 человек. Сюда приглашали только личных гостей императрицы. Пьесы, написанные Екатериной Самой. Сейчас Эрмитажный театр – одна из главных сцен фестиваля и спортивного соревнования. Здесь музей, оказывается. Похоронен Среди здесь пышных особняков, знаний и резиденций членов царской семьи особое место занимает элегантное здание, облицованное натуральным мрамором. Этот великолепный дворец строился по заказу Екатерины II в подарок ее фавориту Григорию Орлову, который помог ей зайти в Приближаемся итальянский уже архитектор Антонио Ринальди ко второму использовал мосту. 32 сорта разноцветного камня для отделки стен. Драгоценными материалами были украшены и внутренние залы. Однако работы затягивались, и Орлов умер раньше, чем дворец был завершен. Результатом владельцем особняка стало дело внуков императрицы, а позже Львов, в центре татарской слободы, вон там которая мечеть. существовала здесь с 18 века.
Мечеть. Мусульмане по численности вторая после православных религиозная община города. Петербургская мечеть по форме напоминает древнюю памятник Мечеть, камня, мечеть там. а купол ее украшают тонкой работой лазуревые изразцы. Пожалуй, самый красивый из разводных мостов Петербурга тот, который находится сейчас перед нами. Троицкий. Он был открыт в 1903 году, в год 200-летия города. На конкурсе проектов победило французское бюро «Ботиньоль», но все работы по условиям контракта выполнялись на русских заводах отечественными мастерами. Запатентованная конструкция позволила сделать металлические формы моста одновременно прочными и изящными. Мост украшают великолепные фонари и решетка с бегущим орнаментом. В центре Предмостной площади со стороны Дворцовой набережной стоит памятник Александру Суворову. За свою жизнь полководец не проиграл ни одной битвы. Современники называли его русским Марсом, а после легендарного перехода Суворова через Альпы решено было убить Кремля. Оно встает практически вертикально, под углом 72 градуса. Гидравлическая система с электрическим приводом позволяет И наша поставить локальная всего мост. 360 тонн всего за 3,5 минуты. В 2003 году 300-летие Петербурга Троицкий мост реставрировали. Тогда же была построена каменная часовня с золотым куполом слева от моста. На этом месте в 18 веке стоял деревянный собор во имя святой Первоначальной Троицы, а вокруг него было две площади. В 1721 году на Троицкой площади отмечали победу России в Северной войне. Перед народом зачитали мирный договор со Швецией, церкви отслужили благодарственный молебен, и Петру Первому был торжественно преподнесен титул императора и отца Отечества. Можно сказать, отсюда началась история Ana, российской lodka ve unca на karadılar. площади гуляли и провали до утра, играла музыка, взмывали в воздух разноцветные фейерверки, 100 кораблей, Oturmayı lotka kor. салютовали. Ve lotkayı. Убываем, надо сад печатать. Девай музейна Плавающий саламра. ресторан, стилизованный под фрегат 18 века, напоминает нам и о том, что на Троицкой площади работал одно время торговый порт. Здесь были таможня, склады, гостиный двор, правительственные и административные здания. Позже, по указу Петра, все строительство перенеслось на Васильевский остров. Справа вдоль набережной протянулась тонкая изящная ограда. Звенья кованой решетки с золоченными розетками и навершиями чередуются с гранитными колоннами и воротами с замысловатыми вентилями. Эта ограда отделяет от набережной первый парк города – летний сад, устроенный по плану, составленному Петром I. Сама решетка считается одним из шедевров в стиле классицизма. Говорят, что после революции советским властям предлагали продать ограду летнего сада в обмен на новый паровоз. Но, к счастью, сделка не состоялась. Жизнь горожан всегда была связана с водой. Петербургские морские традиции начали зарождаться, когда Россия получила свободную выдачу в Балтийское и Черное моря. И началось строительство торгового и военно-морского флота. Появилась нужда в обученных офицерах и матросах. Встречаемся с самым Петербурге почти на каждом шагу. Именно здесь некогда проживали члены тайной масонской ложи и поддержки. Гуляя по городу, нетрудно отыскать знаки тайного ордена масонов. Набережная Петербурга является такой же достопримечательностью, как и архитектурные памятники культуры. Их общая протяженность составляет более 150 километров. Октябрьская набережная – самая длинная набережная Петербурга, противовес самой короткой – Адмиралтейской набережной, длина которой составляет всего 414 метров. Набережная Петербурга – излюбленное место для прогулок горожан. Туристы в основном осматривают памятники архитектуры и музеи. У стен Михайловского замка берега Фонтанки соединяет красивый, богато украшенный Пантелеймоновский мост. Металлический арочный мост появился здесь на месте предыдущего цепного моста в 1900
Ничей не выстрел. Сначала, до середины XIX века, на улицах Петербурга настрого запрещалось курить. Петербург называется Европейской, потому что водная поверхность занимает около 10% всей площади города. По этому показателю Петербург занимает первое место среди городов. Это 4-й мост. Участок знаменитой Фонтанки был пожалован Петром I фельдмаршалу графу Шереметьеву в 1712 году для условий самых романтических историй XIX века, героями которой был граф Николай Петрович Шереметьев и его крепостная актриса Прасковья Ковалева-Жемчугова. Шереметьев дал Прасковье свободу и, вопреки сословным различиям, отвечал. Кстати, и мы сейчас находимся под его защитой. В Никольском соборе отмечали победы русского флота. Здесь молились об успехах и благополучном возвращении моряков. Номи холна шоколад туда, сойка холна пеш сладости, черенок пеш. Хору фаулетный картас. Контор путешествия, экскурсия куя. Осуществляется с театральной площади. Регулярные представления оперы и балета Императорский театр начал давать еще в XVIII веке, а это здание было построено регионом во второй половине XIX. Когда же театр стал называться Мариинским, в честь жены императора Александра II Марии Александровны. В советское время он был переименован и назывался Кировским. На сцене этого театра представлены женские славы, Оксана Ирландия, Форд, Париж, Мария, Лопатки, Вишня, Розмарин. С 1988 года театр руководитель сцены называла много слов. Все они касались изменения исторического облика центра города. Чтобы возвести новую сцену, пришлось снести несколько старинных домов. Однако после долгих разбирательств проект все же был реализован канадской фирмой Diamond Schmidt Architects. Здание было введено в эксплуатацию 2 мая 2012 года и вскоре было признано главным градостроительным неудачей его конструкции. Первые 3 проработки конструкции а потом их много раз перестраивали, и наконец в 80-х годах столетия был создан современный. Мосты Таростари, Васета, мосты Васе, мосты Васе, самый широкий мост.